какая-то. Монстр! А! Стоять, стоять! Такие монстры тут обитают. Вот. Так, только что была проклевка. Поклевку опять прозевал. Елка, пока Семенович там жерлицы ставит. О, наконец-то за долгое время, пока я тут ставил жерлицы, разжигал печку в гараже. Смотрите, мясо поставил и клюнуло на мясо, собственно. Интересно. Тоже рыба клюет, то есть рыба тоже мясом может питаться. Мясо оленина сырая. Вот. Подошли вот такие сороги небольшие, плотвички. Есть. Тут, короче, и цепи точим, и рыб ловим. Все в кучу, друзья. Ах, сожрал мясо. Паразит. Мерятеля-то нету. Мантыгanya наоборот идти. Да. Хотя там под углом будет баттымын выигрываем брама. Видели теперь они вот в одну сторону только. Ну это понятно. А? Это понятно. Торок-то на мандыкана алалат. Есть. Правильно. Вот нельзя. Правильно. Есть. Кто-то идет, кто-то болсой. О, наперемет пойдет. О! У меня флажок. Ребят, я пошел. Так. В общем, не дают точить цепь. Пойдемте щуку вытащим. Ща, иду. Подожди. Семенович меня все зовет. Быстрее, говорит, иди, у тебя флажок встал. Ладно, пойдем. Так, ну что, вторая проверка жерлицы. Первая была холостая. Опять. Уже ближняя. Ближняя это уже хорошо. Там уже была дальняя. Ху-ху! Семенович, давай тащи, красава. Сейчас подойду я к тебе. Что там? Там что, зацеп, да? Щука, да? У него, говорит, там зацеп, и живец, говорит, на намотал, говорит. О, нифига тут. Откуда вода-то? Я же вроде без воды прикапывал. Все.
сверху-то вода появилась. Лед, видать, просел. Из-за этого вода появилась, выскочила. Вот. Смотрите. Главное, что пенофол наш не застрял. Идет щука. Щука идет, друзья. Щука вроде хорошая такая. Ага. О, ничего себе. О! Стоять! О, жесть! Жесткая щука. Друзья, это монстр. А! Стоять, стоять! О! Давай! У него голова кое-как влазит. А! А! Взяли мы его. Ну что, друзья, я счастлив. Сегодняшний день не прошел даром. Вот такую вот красавицу мы подняли на жерлицу. Вот. Это вторая сработка жерлицы. Первая была холостая, я ходил просто так. Ну там, походу, живца сорвало. Сейчас взвесим, ага. Семёныч уже хочет ее взвешивать. Вот. Вот такие монстры тут обитают. Вот. Поэтому я доволен. Рыбалка удалась, короче, уже. Да. Хороший дядя. Ну эти, он без алта. Да, где-то на 6, на 7 скидка. Даже 6, больше, 7. даже больше. Крючок небольшой, вот зацепился. Крючок уже начал разгибаться потихо, вот. Ну, полохоренник. У Семёныча там на кустах закрутил. Ну ты дергай, сейчас она это. Вышла, да, она? Вышла. Все. Сняли. Уху! Yes. Сейчас пойдем ради интереса взвесим спортивного. Потом надо живца будет ставить. Ведро где? В та палатке, да? Ну, давайте в тепле взвесим. Придем поставим. Ставить надо тоже быстро, чтобы все тут не позамерзало у нас. Самое главное, что удачно стоит. Нет никаких зацепов, ничего, как у Семёныча. Ну такая, нормальненькая такая щука. Так, давайте взвешивать. Бля. Он дела. Семёнычек, как у настоящего рыбака, с каждым разом все больше идет. Сначала говорит 6, 7, сейчас зашел в палатку уже 10. Это нормально. Это нормально, Семёныч. Давай, Да, взвешиваем. Давай. Иди в луга. Хай. 10-то. Держи. Держи, рыбу забирай. Ну, быстрее я же угадал. Восьмерик, друзья. 8 кило щука. Ну такая. 300. Средненькая для этих мест. Че, выбрасываем на улицу? Пусть замерзает. Вечером суставы буду лечить. Друзья,
Кто хочет посмотреть, как лечатся суставы, смотрите на втором канале Клевая Рыбалка Лайв. Там очень много подписчиков уже, очень много полезного видео. Поэтому переходите, смотрите. Щуку сейчас заморозим. На вечер она мне нужна, чтобы суставы это лечить. Сейчас мы ее вот в таком положении заморозим, чтобы она ровно замерзла. Потом снимем с нее шкуру и так далее. Так, взяли живца. Давайте по-быстрому зарядим. Новую жерлицу. Все позапуталось. Конечно, не есть хорошо. Надо распутывать. Ага. Ой. Так вот. Поднимем его маленько. Давайте закроем. Смотрите, не успел опустить живца, уже схватила щука. Пальцы мои, пальцы. Пусть пока хватает его, а я сейчас схожу Я сейчас схожу, одену перчатки и приду. Пусть пока вот так тянет его потихой. Ну-ка, иди сюда. Не, без перчаток придется уже. Засеклась вроде. Пока далеко не ушла. Хопа! Семёныч там в шоке. Я уже второго, Семёныч, вытаскиваю. Чё? Ладно. Я так не играю. Чё там? Пошел за щипчиками, в общем. Я вообще-то шел, чтобы просто поставить жерлицу. Но я не думал, что она будет ловиться сразу. Короче, пойду одеваться. Однако, одеваться надо. Да выходить. Ну что, взял нового живца. Живцов все меньше с каждым разом. Живцы нужны. Ну что, попалась вот такая щука. То есть она, видите, как видите, она уже вмерзла. Я даже ее не оглушал. То есть она живая.
Чё, как у тебя? А? Сколько метров? У меня, допустим, там ямка, глубина. А где? Вот, наоборот. Смотри, там зацеп может быть, аккуратнее. Вот, ладно. Почти 3 вары. Ну вот это оптимальная глубина, если что, потом перетащимся палатку на Сига. Слушай, а что за технология установки жерлицы? Скажи, пожалуйста, вкратце. А? Что-то я такого раньше не видел вообще. Вот, смотрите. Вот и посмотри, да? Уже сломал. А, щука сломала, да? Да. То есть это сигнализатор, да, так поклевки, я так полагаю? Он быстро так. А, Он же- ясно. Ну а что тебе такие жерлицы с флажками не нравятся, что ли? Ну да. Нет. Не нравятся тебе, да? Не. Вот так нравится вот. Вот так нравится, да? Да. А, Именно. чтоб палка загибалась, когда дергаешь, да? Да. А, ясно. Ну ладно, хорошо. Каждому по-разному страсть. У каждого по-разному страсти, да? Хорошо. Так, давайте сейчас, друзья, сходим проверим счет удальник, потому что у меня подозрение, что в прошлый раз все-таки сдернула, что ли, живца там щука. Лунка вроде нормально, не сильно примерно. Нет, смотри-ка, живец на месте. Нормально все тогда. Все нормально. Так, друзья, давайте попробуем поблеснить. В прошлый раз заходил к Моисею. Якутская фирма УРУ. Такая вот блесна, кто помнит ее с моих сюжетов, вот с логотипом. И она у меня потемнела. Серебро имеет свойство темнеть. Моисей мне дал вот такую жидкость. Аладдин на раствор для чистки серебряных изделий. Профессиональный уход в домашних условиях. Давайте попробуем почистить наши изделия в домашних, как говорится, условиях. Он сказал, чуть-чуть на тряпочку и чистишь, сказал. Кусочек тряпочки возьму, чуть-чуть обмакну в него раствор. Давай нанесем. Сейчас хочу здесь поблеснить, посидеть маленько. Посидеть. Потому что щука в палатке тоже ловится. Блесна подарочные, можете заказывать. И также ими можно и рыбачить, как вы видите. Неплохо таки. Довольно-таки. Вот. Давайте сейчас маленько, пусть полежит, он раствор подействует. И ты этот положок в танке. Ветка. Красную, черную. Повязку можно повязать сверху темного. Когда загибается, видно хорошо издалека. Не, Семенович, мне такое не надо, потому что я это 100% использовать не буду, я тебе сразу говорю. Ну не пользуйся, ну это же Такой метод, для, то это есть, для народа. народные средства. Я не думаю, Ну когда что... раньше Я не было. думаю, Семенович, что кто-то сейчас будет это использовать. Не, раньше же такого не было. Всякие эти. Нет, они на самом деле были. Жерлицы не были? Они на самом деле были. Не были, не были. Были. Не было. Это ты про каменный век, наверное, сейчас говоришь.
было. Древность. Ну, Про Киевскую Русь какую-нибудь говоришь, наверное. не надо. Да. В Киевской Руси я не спорю, их не было. Киевские Руси, Да, может, было. не было точно. Киевские Руси, может быть. Сейчас по пути сразу вытащил потроха. Предлагаю сварить и съесть. Семёныч, хочешь окуня? Нет? Ладно. Мое дело было спросить, на самом деле. Предлагать. Предложить просто, да. Это просто из-за культуры. В культурном виде. Культурный человек. Да, просто спросить. А то скажешь, ты же не спрашивал. Я хотел съесть, а ты не спрашивал. Ну, когда уже будет сварено, может, узнаем. А, вон она, значит, ну ладно. Предлагаю в сыром виде. Нет, в сыром виде не предлагаю. Технично ушел, да, от этого. Чтобы голодным не оставаться. Семёныч быстро ретировался. Хорошенько его вот так просаливаем, перчим. Где у нас перец черный? Черный. Да, черным перцем обязательно. Вот. Маленько сверху посыпем. Так. Вот так. Семёныч кого-то там тащит опять. Опять кого-то тащишь, там сидишь, да? Мгм. О, Ох ты, живчик. вот так-то Вот да. это живчик. На живчика Это- пойдет. Конечно. Думаю, что нам пойдет. Семёныч. Семёныч. Такой надо. Так. И специальная этажерка, в которую я обычно вкладываю. Так вот. И вот так вот все это дело технично закрывается. Все. Процесс готовки пошел. Сейчас продолжаем нашу рыбалочку. Итак, друзья, самая фишка этих жерлиц заключается в том, что их каждые 15-20 минут нужно ходить и долбить пижней, потому что они мерзают напрочь. В общем, не понравились мне эти жерлицы сразу. Но они очень на опытного рыбака, видимо, все-таки. Для фанатов пешин и тому подобное.
как Семёныч вот. Как-то не по мне это. Все время ходить и долбить их. Вот так вот. Вечереет. Нужно скоро будет уезжать. Сейчас пойдем за дровами, наверное. Итак, друзья, давайте посмотрим, что там с нашим ужином вечерним. Вообще как бы готовится, нет там. О, ой. Ну, думаю, что достаточно. Подготовился. Пошел. Семёночка вот там погнал. Семёныч! Все-таки взял Семёныч, а? Красавчик! Насколько? На 3. Нормально. Вытащил все-таки свою щуку. Красавчик. Корода, блин. Так, ну что, друзья, Семёныч перебил. Вот, мы остановились на этом. Мы же хотели посмотреть, как у нас получился наш окунь. Посмотрите, вот какой он стал, прям золотистый, весь такой прям. Ну, с этой стороны немножечко прогорел, но ничего, ничего. Но, как говорится, горячее сырым не бывает, думаю. Мы сейчас с Семёнычем, он придет. Уже прям предвкушаю вкус. Думаю, мы его сейчас умнем. Все-таки поедим, потом пойдем за дровами и потом уже поедем на перемет. О, холод заходит, холод. Ну чё, как дела? Ну вот. Нормально. Ты же сказал, что градусник неправильно показывает, это тепло. Да, ветер. Что, поймал уже большую рыбу? Поймал? О, да. Спальник поймал. Да уж. Ну пока в палатке ничего не клюет. Но зато окунь приготовился. Да. Ты будешь? Нет. Я на самом деле просто для приличия спросил. Я знал, что ты не будешь. Смотри, точно не будешь? Жалко. Какой жирный окунь. Такой вкусный день, да? Да. Тихо вот. Зевка не гана. Да? Вечером. Кәлләх битне. Астык бит. А ты как что ли, да? То ответит хан. А? Хан это ответит. Это был аж полный. Не люблю. Обалденный окунь.
наинежнейший, вкуснейший окунь, от которого Семёныч отказался. Очень вкусный оказался. Семёныч сейчас щуку взял. 3 килограмма. Ну расскажи-ка, как ты ее поймал? Там на куске же. Палка дергалась или нет? Он замерз. Леска замерзла. Ага. То есть сейчас тебе нужно опять идти отдалбливать, да? Опять идти долбить, да? Ну, леску проверять. Жерлицу. И через сколько минут ты вот так ходишь постоянно? Нужно ходить проверять. Через полчаса. Слушай, если я кого-нибудь хочу замучить из гостей, то я поставлю такую жерлицу. Наверное, вот как какая-то кара такая будет. Чтобы они каждые полчаса ходили и долбили их. Да. Ну. Ну это мучение, реально вот. Почему? Как почему? Ну смотри, я поставил, сижу, смотрю, флажки. Даже не смотришь, я же подсказываю. Не, ну я бы увидел рано или поздно. Ни хрена не смотрит он. Я бы увидел рано или поздно. Да ушел бы он уже. Нет. Ушел бы он когда-то. Хорошо заглотил. Такой здоровый оторвал бы и ушел. Леска очень мощная. Симоныч. Нельзя ее порвать просто так. А вот у тебя почему рвет? Держал. Ломает. Где ломает? Почему кусты-то? Кусты ломаются же. Сухие же ведь. Я же специально же, чтоб ломал. А, да? То есть так задумано, да? Да. Конечно, чтоб, Я думал, это чтобы, куст, который рос. когда он дернет, это заклюнет. Это. Я думал, это просто куст, который там вот растет возле этого. И битрец. То есть это специальный куст нужно такой искать, да? Да, можно сухую, может не сухую, чтобы загибалась, какая разница, чтоб адреналин был для тебя, чтоб. Интересно. А этот флажок встал и все. А если такого куста я не найду? Уже готовенький там сидит. Какой Подожди, сейчас? если Да. я такого куста не найду. Хоть бревно поставь тогда. Но оно же не сломается. Закрутит. Обалденно получилось вообще. Семёныч, ты зря не попробовал. Ты такого в жизни не пробовал, наверное, еще. Да. Да, да. Так приготовленного с любовью еще не пробовал. Итак, дорогие друзья, сейчас мы с Семёнычем едем проверять перемет. Для этого я уже прогрел снегоход. Сейчас вот растапливаем как следует печь. Нам накидали туда полную дров. Потому что просто так нельзя тоже уезжать. Нужно к нашему приезду, чтобы было в палатке тепло. Печка, чтобы не потухла. Что у нас тут не перемерзло. Поэтому все рассчитывается. Не просто так. Так что так вот. Оборудование я сейчас с собой забираю. Вот. Штативное, осветительное. Семёныч сейчас поедет кататься на снежике. На Ямахе поедет. Так что
погнали, в общем. Выключаемся и поехали. Итак, дорогие друзья, мы приехали с Семёнычем с проверки перемета. Рыбы вообще нету никакой. А, кстати, сейчас еще это пойдем запускать, Семёныч. Вот эту штуку. Вот это? Да, обязательно сейчас надо идти запускать ее. Вытащи-ка. Вытащи. Куда ее надо? Вытащи. Что написано? Фонарик желаете. Да. Это надо желание загадывать и фонарик запускать в небо. Серьезно, я тебе говорю, видишь? Время горения 7-15 минут, высота полета 200-300 метров. Исполняет мечты, понял? У тебя есть мечта? Семёныч, есть, наверное, какая-то? Это китайская, да? Места. Не, ну не китайская, это как бы фонарик желаний. Так что сейчас пойдем запускать. Друзья, сейчас я пойду сниму жерлицу, закрою снегоход и потом мы запустим фонарик желаний все-таки. Семёнычем. Оставайтесь на канале, будет интересно. Так, друзья. Минус 40 градусов. Вот. Специально вот так термометр ставим, чтобы при выходе с палатки сразу было видно. Вот. Здесь вот ход стоит. Семёныч сказал, свои жерлицы будет вмораживать до утра. Утром будет как-то их отдалбливать, не знаю. Давайте мы пройдемся. Снимем все-таки их, наверное, потому что они вмерзнут, а завтра утром я по новой здесь пробурюсь и мы поставим по новой жерлице. Посмотрим, после нашего отсутствия просто не было поклевок или были. Не, ну вряд ли. Ничего не клюнуло. Меня больше Таня беспокоит, потому что я до нее сегодня вообще не ходил, нисколько ни разу не ходил. Она вот как стояла, так она, собственно, и стоит. Думаю, что замерзла капитально. Давайте ее повернем. Ой. Кстати, я сейчас леску бы не отрезать ножом. Заляпал маленько камеру снегом. О, двинулась. О. Не, нормально. Все. Ну, вроде не потрепанный такой. Нормальный живчик. Ладно, друган, иди, выживешь, так выживешь.
Накрыли снегоход. Завтра тут печку растопим. И уже будем спокойно рыбачить внутри палатки. Так, сейчас давайте занесем щуку. Будем лечить суставы. Сустав буду свой лечить. Вот эту щуку заберем. Дровишки, думаю, хватит на ночь. Итак, друзья, сейчас мы с Семёнычем идем запускать фонарик желаний. Просто хотим, чтобы наши мечты тоже сбывались, поэтому он написано, он исполняет мечты. Да, Семёныч? Посмотрим. Да. Ну что, погнали тогда. Сейчас будем запускать фонарик. Ну вот, друзья, у всех у нас есть мечты. И скоро Новый год. И поэтому просто вот такой вот фонарик у нас есть, у меня есть. И мы его сейчас, собственно, с Семёнычем запустим. Вот. Семёныч, загадывай желание. Можно вслух, можно про себя. Ну, конечно, лучше про себя, а то оно не исполнится. Потом... Ух ты! Вот это просадка. Жестко просела. Так, сейчас вот это по инструкции такая штучка есть. Ее, походу, надо вытащить отсюда. Ребят, если на природе находитесь, никогда не мусорите. Семёныч что-то мне кинул спички. А что, сам поджигать-то иди, я не умею. Твоей этой спичкой поджигать. Там у тебя какая-то система специальная. Тут держать надо вон. Один поджигает, другой держит. Мусор никогда не мусорите, ребят. Увозите с собой ваш мусор или поджигайте в печи. Я сжигаю. Так, его вот так открываем, короче. Этот фонарик. Вот так вот. Здесь вот есть такая вот штука. Вот. Смотри-ка, вот проволока, видишь? Сюда вставляем вот эту запал. Вот этот. Вот. Семёныч. Давай, поджигай. Поджигай, да. На. На. Поджигай-ка. Сюда иди. О, да я уже его порвал тут, блин, ё-моё. Да мне кажется, он все равно должен полететь. Дырка большая, да? Да он все равно должен полететь, думаю. С дыркой даже. Давай. Сжигай вот это. А ну вот там. Бурючий бы на кота сухой. Где? Ой, да. Немного ветер, поэтому, друзья, мы тоже маленько волнуемся. Фонарик тоже переживает. Вот уже начинает набираться тепло, фонарик. О, сейчас он походу должен наполниться теплым воздухом и полететь.
Ты держишь, да? Семёныч? Да, да. Ну что, вот с этой стороны держи вот так. Ну что, походу, я не знаю, надо отпускать. Отпусти-ка. Ну он как бы это, хочет взлететь. Хочет, но ветром задувает. Ветер куда у нас? Туда? Что, отпускаю фонарик? Уху, полетел! Полетел, только вниз полетел. О, полетел! Полетел! О, круто! О, полетел фонарь. Вообще, да. Вообще вверх полетел. К звездам. К звездам полетел. Улетел он. Смотри, он как высоко взлетел. Над нами ровно. Что, все, пришли домой, хватит фонари запускать и тому подобное. Пора начинать рыбалку. Друзья, сейчас готовим еду. И время от времени вот поклевывает елка. Клюет, но что-то не берет. Вон Семёныч с утра уже начал жерлицы отдалбливать. Серьезная работа. Отдолбить надо жерлицу, да еще и не перерубить леску. Довольно все слишком как-то профессионально. Наверное, хорошие жерлицы надо брать. Вон палатка рядом стоит.